каждым годом Владикавказ становится все уютнее благодаря большому разнообразию скульптур. Каждая из них со своей историей, и у каждой уже давно имеются верные поклонники. Редакция Сетя Ньюс сделала свою подборку лучших скульптур Владикавказа. Поехали! На 5-м месте трогательная скульптура «Ослик с собачкой», которая расположилась вдоль набережной Терека в старой части Владикавказа. Автор работы Ибрагим Хаев вложил в нее свою философию. Место, где стоят бронзовые животные, сейчас обросло многоэтажными домами, а еще несколько десятилетий назад здесь был частный сектор с домашним зверьем. Сейчас детвора с удовольствием лазит на ослика и играет с забавным псом. На 4-м месте «Мальчик с камерой». Загорелого и смелого проказника, который выходит из воды с автомобильной камерой, увековечили на набережной реки Терек. Скульптура посвящена беззаботному детству тех, кто ничего не знал о компьютерах и современных гаджетах. Одним из популярных летних развлечений прошлого века считался экстремальный сплав по горной реке. 3-е место по праву принадлежит императрице Елизавете, которая встречает остинских послов в Петербурге. На барельефе изображен путь горцев из Осетии. Прием состоялся в 1751 году, а делегацию возглавил Зураб Маккаев. Осетия вошла в состав Российской империи по добровольному согласию обеих сторон, но не сразу. Переговоры продолжались еще несколько лет. Сам указ о присоединении был принят уже другой русской императрицей. Так что в этой царственной фигуре, возможно, слились два образа – Елизаветы Петровны и Екатерины II. Второе место достается доброму и в то же время строгому городовому. Этот плотный мужчина с густыми усами и вкрадчивым взглядом следит за общественным порядком. Бронзовый страж стоит в самом центре североостинской столицы. Место для скульптуры выбрали не случайно. В царское время на нынешнем проспекте Мира полицейские несли службу на крыше одного здания неподалеку. Сейчас бронзовый городовой продолжает славные традиции дореволюционного Владикавказа и добросовестно охраняет покой местных жителей. Первое место безоговорочно уходит нордистам. Эта скамейка занята днем и ночью, гуляя в городских потемках, даже можно испугаться. Но бояться нечего, уж очень эти мужчины увлечены популярной на Кавказе настольной игрой – нарды. Каждый горожанин или гость республики считает своим долгом сфотографироваться около скульптуры и дать пару советов заядлым игрокам. На этом у нас все. В следующем выпуске вас ждут не менее интересные и познавательные факты о нашей республике.